Армысыздар! Эфирде Казах ТВ. Сегодня я предлагаю вам, друзья, разобрать те слова, которые можно использовать в качестве ответа на вопрос «Калайсын». Если вам это интересно, не забудьте ставить лайк. В казахском языке есть очень много интересных вариантов для ответа на вопрос «Калайсын», помимо слова «жақсы». Например, «ептеп». Потихоньку мы часто отвечаем на вопрос «Калайсын, калайсыз», «ептеп» или «ептеп, ептеп» и сразу спрашиваем, как сами «Өздерің калайсыңдар». Если уважительная форма, то это звучит так: «Өздеріңіз калайсыздар». Обратите внимание, «Өздерің калайсыңдар». Эта форма вопроса может быть использована для ровесников или младших по возрасту, для того, кто спрашивает. А «Өздеріңіз калайсыздар» – это уважительная форма вопроса, к кому обращаемся на «вы». «Өздерің», «өздеріңіз» – это множественная форма. Ее нужно использовать тогда, когда вы хотите что-то спросить сразу у нескольких людей, или же у одного человека интересуетесь о нескольких людях одновременно, например, о его близких и о родных и так далее. «Өздерің калайсыңдар», «Өздеріңіз калайсыздар». Ептеп, ептеп, өздерің қалайсыңдар. Ептеп, ептеп, өздеріңіз қалайсыздар. Попробуйте удивить свое окружение таким ответом. Уверяю, они сразу оценят такое обращение. Следующее слово – аман-есен. На вопрос «калайсыз» или аман-есен сізбе отвечаем аман-есен, благополучно, или шүкір аман-есен, слава, все благополучно. Следующий ответ – бәрі ойдағыдай. Бәрі – это все. А что означает слово ойдағыдай? Давайте разберем. Ой – это мысль, ойда в мыслях, ойдага та, которая в мыслях. Суффикс дай на русском языке имеет значение отдельного слова, как и приставки, как. Да, друзья, в казахском языке нет приставок, их заменяют суффиксы. Суффиксы и окончания играют очень важную роль. Именно поэтому я буду вас тренировать по теме суффиксы в курсе для продолжающих. Если вы хотите записаться, можете обращаться по этому номеру. Итак, продолжим. Ойдағыдай, как в мыслях, то есть у меня все как задумано. Повторите. Бәрі ойдағыдай. Повторите. Қалайсың. Рахмет, бәрі ойдағыдай. Өзің қалайсың. Рахмет, менде де бәрі ойдағыдай. Өзің қалайсың употребляется по отношению к тому, к кому мы обращаемся на «ты». Өзіңіз қалайсыз к тому, к кому мы обращаемся на «вы». Өзің, өзіңіз – это единственное число. И обращение направлено к одному человеку. То есть, как обстоят дела у самого тебя или вас. Слово «өз» переводится как «сам», «свой», но иногда оно может употребляться вместо таких личных местоимений, как «мен», «сен» и так далее. «Өзіңде қалай», «өзіңізде қалай». «Де» – окончание местного падежа. У кого? У тебя. «Сенде», «өзіңде». Друзья, если вы хотите разобраться во всех окончаниях, то я вас приглашаю на свой курс. Не тяните с казахским. Бүгін жасай алатын нәрсеңізді ертеңге қалдырмаңыз. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Курста кездескенше сау болыңыздар.